Ну, гараж был. Ну, МТС, брошенный МТС или что-то там. Не знаю. Там гараж 1,5 метра остался. Смотрю, здесь дрон стоит. Наблюдает за мной, да. Рацию кое-как включил свою. Там моему товарищу связисту говорю: братан, это ты стоишь надо мной, говорю, да? Это ты, да? Нет. Нет, это не я, типа, это Хахалярина. Беги оттуда, типа, говорит. Ты где находишься? Говорю, я возле МТУЗа, говорю. Беги, это уже врага, говорит. Я встал и сразу побежал. Меня сразу успел кидать этот гранату. Взорвался. Сзади где-то взорвался. Потом еще вперед он пошел и кидал. 2 раза кидал он. У него припасов не было, наверное. 2 раза кидал и стоит и наблюдает, да. Я в гараж зашел. Так злой был. И вышел этому дрону я. Факи показал. Все, они попали, типа, и зашел обратно в гараж. Они уже не могут зайти уже. Это наша зона, да. Я обратно улетел. Я пытался ее стрелять, не попал. Потом я там бутылку воды нашел, попил. Потом где-то час отдохнул. В соседний гараж вышел, а там люди разговаривают. Ну, пытался я слушать, но они не по-русски разговаривают, да, что-то, ветер, что-то. Точно не по-русски, да, поэтому я боялся, а вдруг хохлы там, или наемники там. Поэтому я там не решился зайти. Вот на 2-этажке зашел, потом вот через окно иду, а там тут, сзади кто-то говорит, да. Я обернулся, там мой друг пришел. Оказывается, они разговаривали внутри, по-якутски разговаривали, а я не понял, да. Я как только друга увидел, то есть сразу начал плакать, как маленький ребенок. Не, серьезно, я начал плакать вообще от радости. Он сразу побежал, обнялись друг другу, он меня успокаивает. Брат, мы думали, что тебя потеряли, говорит. Так страшно было. Это вот ты сколько положил их? Ну, вообще врагов? Да нет, имеется в виду вот в течение этих 6 дней сколько ты человек положил, сколько техники, сколько складов и так далее.